На этой настроечке белолебедь сидит. На этой настроечке белолебедь сидит. Гребешком головушку расчесывает. Гребешком головушку расчесывает. Лентой косу перевязываю. Лентой косу перевязываю. Завтра у батюшки честный пир. Завтра у батюшки честный пир. Мне на том перроне бывать не будет. Мне на том перроне бывать не будет. Пиво да вина не пивать не будет. Пиво да вина не пивать не будет. Сахара с медом не кушать. Сахара с медом не кушать. С миленьким по садику не гулевать. А с миленьким по садику не гулевать. Милого зароченьку не поживать. Потихонечку будем завершать. Я очень хотела бы еще поблагодарить Леонида Гесватиева. Спасибо вам. Мне бы очень хотелось поблагодарить постоянных наших зрителей. Наденька, тебе, дорогая, и мужу твоему поклон низкий. Вы такие молодцы, вы всегда бываете. Геннадий Афанасьевич, вас хотелось бы поблагодарить. Поприветствуйте, пожалуйста. Я запевала многие годы. Дай Бог, вот опять вернется. Сегодня поглядел, да кто-нибудь знает, да? Какие наши годы? У нас некоторые по 10 лет не ходили, опять вернулись. Можете себе представить? Пока внуки подросли, потом опять пришли. 7 лет и 10. Ты 7, а кто-то 10. Аня 10. Представляете, теперь не выгонишь опять. Староста опять теперь. В общем, всех хочу поблагодарить. Ванечка Монахов, приветствуем. Тоже у нас с нами на 20-летие вел нашу программу. В общем, всем большое спасибо. Если кого, может быть, забыл слушать, да, я буду рада. Мы с вами тоже давно сотрудничаем. Он тоже наш любимый зритель. Я не собирался выступать, но проняло, как говорят. Дело в том, что сегодня мы говорим о 20-летии коллектива. А представителям народа, которого Уссурем, да, мы не русские, как в вашем фильме, мы не коми, а мы Уссурем. Да. Я вспоминаю случай, когда к вам однажды пригласили коллектив из Новгорода, не Новгородской области. Когда шло общение между управлением культуры и нашим министерством, мы просили, дайте нам такой коллектив, который представляет культуру, фольклорный коллектив из села, лучший, который представляет все лучшее, что сейчас осталось в Великоновгородской области. Нам прислали этот коллектив. И как мне потом передали, уезжая в аэропорту, они сказали, мы-то ехали как, поделиться опытом, а уезжаю, говорим, у нас так уже не пойдет. Вы представляете? Это прошло, там скоро уже 500 лет будем праздновать, а танцуют, пляшут, хороводят и проводят Уссурийскую горку так, где нигде больше в мире не проводят. Я к тому, что как-то позвонили и сказали, что желает посетить Коми-республику из ЮНЕСКО грек по национальности. Ну, дали добро. Он приезжает, делится планом и говорит, Николя, мне очень надо попасть в Уссурию. И я говорю, а что так далечко собираешься? Ну там говорят такое, там говорят такое. У нас-то на Западе представление о вашем Советском Союзе, ну такое, знаешь, вот карту я начал изучать, куда еду. А там СССР граница, потом 2 города, Москва, первая столица, и вторая Санкт-Петербург. А все остальное и до Урала, и за Урал, до Дальнего Востока написано Сибирь.
И вот когда он приехал, я с ним переговорил, а заключительное мы сделали на птицефабрике в Доме культуры. Я там говорю: девчата, вы что хотите делать? Ну, чтобы грек после Уссыльмы вообще расплакался и уехал и сказал, что еще у нас и пляшут, и поют, и дай Боже, в Греции родной у него, чтобы так пели, танцевали. И заставил в финале сделать вот их танец. Так. И как завелись, не хватило площади вот этой, где сидели, потом через кухню, а потом вокруг Дома культуры. И он, когда сел ослабевший, весь потный, говорит: Николя, я думал, что самые солнечные песни и танцы у нас в Греции, но нам до вас далеко. Я говорю: верно ты все думаешь. И поезжай, и срочно меняйте не только географическую карту, но и культурную карту страны. И поэтому, когда сейчас вот в одной из серий кинофильма «Петербург-46» едут в вагон-ресторане, и один такой вот, еще в 46-м году сидит после войны, да, и никакой патриотики в груди, и говорит главному герою: ну что ты хочешь? Все-таки у нас, у россиян, совершенно другая энергетика. Вот ты посмотри, да, река Миссисипи, да, делает энергетику американскому народу, да, Рейн там делает энергетику европейским народам. А что может сделать наша Волга с энергетической точки зрения, если она впадает в болото? Ну, Каспийское море, озеро, вот что он имел в виду. И главный герой, выходя из вагона, ему говорит: слушай, он только его не назвал по-русски, да, ты совсем забыл 3 сибирские реки, которым 2 твои, которые ты упомянул, далеко-далеко. А я хочу сказать, как он не дополнил Печора, река Печора. Мне кажется, вот пока будет Уссыльма, будет та культура, которая есть и должна быть. И я вспоминаю, когда создавали общество Русь-Печорское в Уссыльме, там уже в постановляющей части было прописано, да, создать, да, вроде как обязательно, чтобы в Сыктывкаре был филиал и коллектив. Вот. Ну, я про себя подумал: ну, создать все, а тут потом грохнулся 91-й, да, вот, и так далее. Как мы стали собираться. Но, песня, танец и культура Уссылья, это вечное, это вечно. Тут уже, так Как Печора дано. широка, песня та старинная, в ней века, 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 сила в ней былинная. Вот в завершение, что хочу сказать. Все-таки к востоку, да? Запад раскритиковал к востоку. Китайцы говорят, что если в стране начинают петь иностранные песни, этой стране крышка. Вы знаете, сколько иностранных песен у нас поют? Фольклор, вот так, красота народная, его затолкнули в такие беды, что дальше некуда. Хор Пятницкого, да? В 2012 году был юбилей. Вы что-нибудь слышали про этот хор? Нигде, ничего. Только ночью показали, я посмотрел. Слава Богу, что они пригласили все коллективы, да, песни, ансамбль песни, вот там. И когда вышел актер наш из Сибири, и вышел и спел сольную песню, то, что бабушка пела, любимую, он и сказал: вот в России уже 25 лет ищут национальную идею, а вот она на сцене. Только поддержи. Так я в заключение хочу сказать: спасибо вам, что вы есть. Вы обязательно будете, потому что я была у вас на репетициях, наверное, единственный коллектив, где вот. А пока это будет, вы будете вечны. Спасибо вам. Моей внучке 4,5 года мы подарили ей глобус с дедушкой. Она: бабушка, а где тут Уссыльма ищет? Я и найти тоже не могла Уссыльму. Говорю: нет, потому что Уссыльма самая большая, да? Такое впечатление. Да, лучше Уссыльмы нет. Ну что, не будем больше утомлять никого. Кто желает с нами попить чаю, оставайтесь. Сейчас расставим столы, накроем, попоем, поговорим, а то конца встречи не будет. Всем благодарны, кто пришел. Надеемся, что все было не зря. Надеемся, и верим, не знаем. Детство вновь иду под вечер, темно сердцу близко, сердце ищет встречи, словно все сначала, только память тронь, но куда пропала русская гармонь, словно все сначала, только память
стала.